19 ömürde Малкарга таматалык этип турган Айдаболланы Азнурну тудуклары бүгүн ата-бабаларыны жерлери Коспарды элге келгендиле. 20 ömürde башка бир тукумланыча аланын да көбүсү репрессияланып тутмаклада өлгөнделе. Сау калганларына бугунуп, тукумларын аттарын түрлендирип жашарга түшкөндү. Говорят, что вообще Айдаболовы пришли из Маджар во времена Темирлана, после того, как Тохтамыша разбили. Ну, это древняя история. Из того, что мы помним, фамилия очень разбросана, в результате в основном событий 17-го года революции. Непосредственно в Кабардино-Балкарии живет 4 семьи. Кто живет в Осетии, осетинами стали, кто живет в Карачае, тоже 2 семьи. За границей в Иордании живет 1 семья, в Турции 1 семья живет. В Америке 3 семьи живут. Они, значит, прямые потомки Татлюки от старшего сына его, Заурхана. Айдаболовы уехали в результате репрессий. Собственно, как уехали? Многие не свою волю уехали. Мой дед, Азрет, значит, он был в 1937 году расстрелян, а его братья были сосланы, без вести пропали. Мы очень тесно поддерживаем отношения между собой. Во всяком случае, насколько сегодняшняя жизнь позволяет, мы друг друга не теряем. С такой фамилией где-то информация проплывает, мы стараемся выяснить, от какой ветки, от какого, значит, предка этот человек. Я лично сюда приехал первый раз в 1992 году, когда старший сын Татлюки, Заурхан, он ныне покойный, приехал сюда специально увидеть родину. Ему очень понравилось. И мы очень любим разговаривать со старшими, и с выходцами из села, балкарцами, которые что-то помнят и могут рассказать. Они наши деды на сегодняшний день, чем наши родные. Я очень благодарен всем организаторам. Это особенно такой человек. Я не знал, что в нем такой энтузиазм зарыт. Хадис Титуев, это мой старый друг, который, наверное, больше за мою фамилию переживает, чем я сам. Говорит, ты там должен быть. Я очень им благодарен всем. Дай Аллах им здоровья и еще большего энтузиазма, чтобы вот такие мероприятия проводили ради всех балкарцев, их потомков. Мой прадед Айдаболов Мимбулат служил в лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне 1842 по 1846 год. Вот. А потом служил в Польше. Есть такое под Варшавой село, город Скирневицы. Там стоял конно-гвардейский полк, дивизион, конно-гвардейский дивизион под командованием полковника Кундухова. Он там служил корнетом. Вот. А когда, значит, он уже переехал назад на Кавказ, в 1852 году была русско-турецкая война. Он участвовал в этой русско-турецкой войне. И я нашел в архиве, с 1996 года по сегодняшний день занимаюсь архивами. Свободное от работы время. Вот. И там написано, что вынес с поля боя командира полка полковника Чавчавадзе. Вот, за это знак отличия военного ордена получил. А потом с группой всадников отбили батарею у турок, получил 2-й знак отличия военного ордена. Мой дед Айдаболов Биберт в 1938 году расстрелян в Нальчинской тюрьме. Мой отец умер в 1991 году. Он так мечтал увидеть кого-то из родственников, но, увы, его мечта не исполнилась.